Самым важным в своей жизни я считаю то, что когда-то я, может быть, случайно оказалась в опытном хозяйстве, приехав за семенами, познакомившись с работой. И почему-то душа, как это говорят, душа рвалась сюда. Я бывала здесь не один раз, но как только закончила институт, но я уже заранее знала, куда я пойду. Нина Лещенко – селекционер, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, кандидат сельскохозяйственных наук. Все мы родом из детства. Трудиться на благо сельского хозяйства, ныне известной далеко за пределами нашей огромной державы, селекционер Нина Лещенко начала еще в раннем детстве. Родилась и выросла Нина Ивановна на Благоварской земле. С 7 класса я уже была звеньевой огороднической бригады. Это было, тяга, это было умение работать. Поэтому, звеньевой, ведь уже в таком возрасте. И по 10 класс я эту работу и выполняла. После 10 класса, конечно, не было у меня намерения идти в агрономы. Но по тому времени, таково было постановление, что нужно отработать 3 года по месту жительства. Я 3 года проработала руководителем сельского клуба, заведующей клуба и библиотеки. Но параллельно, как только закончила школу, председатель почему-то стал настаивать, чтобы я поступила в сельскохозяйственный институт с тем, чтобы получить агрономическое образование. Председатель колхоза оказался мудрым человеком, подметив потенциал Нины еще в школьные годы. Девушка прислушалась к совету и поехала сдавать экзамены. Уже через 2 года заочной учебы председатель колхоза доверила 19-летней Нине все растениеводство хозяйства. Начало пути. Основы знаний заложил именно председатель агрономических знаний. Но остальное приходилось черпать, учиться, заниматься, учиться и работать. Вот таким образом, проработав по 65-й год в колхозе и закончив институт, я пришла в Чешминское опытное хозяйство, оно так называлось. Была вакантная должность в лаборатории озимых культур. Правда, по гречихе она была. Но я, наверное, всю жизнь благодарна судьбе, что я именно туда попала. Там был выдающийся руководитель Кунакбаев Сабирзян Абдулович, который умел правильно направлять, правильно спрашивать и правильно вести работу. Нина была очарована этой сельскохозяйственной культурой и довольно быстро вникла в суть работы. Селекция оказалась именно той стезей, где молодому научному сотруднику было интересно все. Пусть это кропотливая, филигранная и ответственная работа. Лещенко не жалела ни времени, ни сил во имя общего дела – создания высокоурожайных сортов зерновых культур. В лаборатории не только была озимая пшеница, но и озимая рожь. То здесь уже, хотя и гречихой мы параллельно занимались 3 культурами, но все-таки была моя основная культура – это гречиха, то в дальнейшем моей основной культурой становится вначале озимая пшеница. Необыкновенно привязанность к этой культуре была у Сабира Абдуловича Кунакбаева. Он сам был очарован. Но постепенно я этой культурой была просто вдохновлена. Но параллельно шла работа по озимой ржи. Верный путь. Нина Лещенко пришла в Чешминское опытное хозяйство именно в то время, когда началась работа по созданию самого короткостебельного сорта озимой ржи, впоследствии получившего название чулпан. Талантливая и невероятно трудолюбивая Нина не останется в стороне. Заведующий лабораторией селекции и семеноводства озимых зерновых культур Сабирзян Кунакбаев привлекает молодого селекционера к этому грандиозному проекту. Просто это было вдохновение работать над этой работой, вдохновенно работали. Ну и, к
1975 году короткостебельный сорт, первый в мире короткостебельный сорт озимой ржи был готов. И, конечно, это работа коллектива, это не двух человек. Работал коллектив, но в основном эта работа была с Абирзяном Абдуловичем заложена очень давно. И эту работу выполняла в свое время Власова Анастасия Маркеловна, которая очень много труда вложила. И вот по итогам этой работы авторами этого первого в мире короткостебельного сорта были Сабирзян Абдулович Кунакбаев, Лещенко Нина Ивановна и Власова Анастасия Маркеловна. Счастливый билет. Впоследствии коллектив наградят в Москве Государственной премией Совета министров СССР. Сабирзяну Абдуловичу вручат звезду Героя социалистического труда, а Нине Лещенко – орден Трудового Красного Знамени. После оглушительного успеха сорта «Чулпан», ставшего легендарным, последовала не менее успешная работа над новыми образцами озимой ржи и пшеницы. Нина Ивановна пропадала в поле с раннего утра до глубокой ночи, работала круглый год без выходных. В решении бытовых проблем и вопросах воспитания единственной дочери Ольги выручала мама Ольга Петровна. Я ей частенько говорила: Оленька, не топчи растения, это же они маленькие, они дети. Это весной, когда выходишь в поле, и в выходной берешь ребенка с собой. Но она спрашивает: это же тоже дети. Первым, чем она меня огорошила, она меня спросила: чьи это дети? Немного поразмыслив, я призналась, что это мои дети. Это был гибридный материал, и мне оставалось только признаться, что это мои дети. Она согласилась и больше перестала топтать эти растения. Вечером я ее взяла с собой на наблюдение. Идем по питомникам. Она смотрит на этот питомник. Идем, и вдруг короткостебельная рожь. Идут сорта высокие, и вдруг короткие. Она спрашивает: мама, а это что такое? Я не могу никак, снова я не могу сообразить, что же сказать. Ну, рожь. А почему она короткая? Ну, не выросла. И вот дочь идет, и вдруг говорит: так это карлики. Это люди маленькие, карлики люди. Вот человек сравнивал с раннего детства, он все мои работы, сорта, он сравнивал с людьми. И внучки Оксана и Дина относятся с пониманием к работе бабушки. По выходным они и их дети – желанные гости в ее доме. Ведь сама Нина Ивановна не в силах оторваться от любимой работы, родных делянок, посевов испытываемых сортов. Известный селекционер Нина Лещенко – кандидат сельскохозяйственных наук, автор 173 научных публикаций, 9 сортов, включенных в Росреестр. 3 сорта сейчас проходят испытания. За все эти годы на основе результатов своего труда она могла защитить не одну докторскую диссертацию. Но, увы, Нина Ивановна начисто лишена тщеславия. Кандидатская работа моя как раз была посвящена созданию короткостебельной ржи. Защитила я ее в ВИРе. Это Всесоюзный институт растениеводства и селекции. И работа, конечно, была настолько выдающаяся, что те, кто принимал, это профессора, они так и говорили, что этой работе можно сразу докторскую давать. Но лишь в силу того, что такого права нет, поэтому уж придется ограничить вас кандидатской. Значит, это было в 1981 году. Нина Ивановна меня лично из среди 100 студентов выбрала меня для работы по селекции в Чишминском селекционном центре. После окончания, конечно, института я приехал на работу сюда, в Чишмы, и с 6 сентября 1982 года начал непосредственно работать под руководством Нины Ивановны Лещенко. И кандидатскую диссертацию, и докторскую диссертацию, конечно, я под ее руководством эту работу сделал. Лещенко Нина Ивановна
она, конечно, полностью преданный человек к своей профессии. Она, кроме селекции озимых зерновых культур, ей не по душе. Очень удачно работает, очень продуктивно. Вот на сегодняшний день Нина Ивановна уже, несмотря на то, что в таком пожилом возрасте, она еще очень бодро работает. Это может одна из причин, что она очень предана своей работе, может, хочет больше еще создать, больше еще выводить лучшие сорта. Настроение праздник. В таком ритме прожито 53 года. Как коллектив, состоящий наполовину из пенсионеров, так и Нина Ивановна в свои 77 не спешит на заслуженный отдых. Нет людей, которые так же, как они, будут гореть за общее дело. Нет стимула для молодых. На энтузиазме старшего поколения предприятие долго не продержится, считает она. Это моя боль, что если мы сегодня не поддержим и не восстановим, ну пусть не ту большую значимость, которая это была в советское время, то хотя бы на должный уровень. Вот это моя задача, это мое стремление. Я доказываю руководству. Я бываю в Министерстве сельского хозяйства. Я разговариваю с руководителями института, с тем, чтобы помочь, восстановить. Я пытаюсь привлечь молодых людей, но движет именно желание сохранить и двигать дальше селекционную работу. Ведь если мы остановимся, дальше наладить все будет очень трудно. А это в республике единственное учреждение.